Adelian. 사람 기는 시즌한 게 깜내긴 둥이 대당. 드네 미세도 중국하고 주만한 봐. 대신도 드네 지 라마 Итак, 게신년도 주베 прежде всего, я хочу вас всех тепло поприветствовать. Я приветствую всех учителей, шедр, всех лам, всех членов монахов и монахинь, в особенности монахинь, которые учатся в монастырских колледжах, в шедрах, всех учителей Туку, а также всех тех, кто слушает эти учения по интернету во всем мире. Также я хочу поприветствовать всех своих друзей и родственников в Тибете. Сегодня 10-й день наших весенних учений Арьякшама. И сегодня в том, что касается нашей темы в эти весенние учения, я собирался закончить 20 стихов во время этих учений, и сегодня мы будем рассматривать 18 стих, поэтому мы почти закончили. После все другие стихи, начиная с 21-го, я буду учить по ним в следующем году, и тогда в следующем году мы закончим эти учения по истории освобождения Микки-доржи. А с чем же нам определиться как тема учений? Какая же будет наша тема учений после этого? Я думаю, что вам следует собрать все ваши предложения по поводу того, что нам следует рассматривать как тему учений после того, как мы закончим историю освобождения Микки-доржи. Итак, сегодня мы с вами будем рассматривать 18-е благодеяние автобиографических стихов Микки-доржи «Благие деяния». В соответствии со структурным содержанием, основная часть, как он практиковал пути 3 типов индивидов, мы рассматриваем третью часть, как он практиковал путь индивида высших способностей, который, в свою очередь, разделяется на намерение зарождения бодхичитты и действия созерцания 2 типов бодхичитты. Мы сейчас рассматриваем созерцание относительной бодхичитты, который разделяется на обмен себя и других в медитации и принятие неблагоприятностей к пути в постмедитации. Мы рассматриваем вторую часть принятия неблагоприятностей как пути в состоянии постмедитации. И здесь у нас 10 разделов, и мы рассмотрели седьмой подраздел под названием «Принятие действий согласно благим пробуждениям как путь». Это 17 стих. И сегодня мы рассмотрим 8 раздел, который называется «Принятие успеха и неудачи как пути». 18 стих. 18 стих гласит: «Разновидностям необузданных существ нет конца. Когда все хорошо, поскольку все хорошо, они не ведают способов освобождения. Когда все плохо, поскольку все плохо, они не ведают способов освобождения. Мысли об их омраченных поступках невыносимы. И это также я считаю одним из своих благих деяний». Во время жизни Микки-доржи большинство людей были необразованными, и они не умели размышлять, и их умы были необузданы.
И что касается их характера, то их характеры были довольно грубые, их было трудно усмирить, либо изменить. И среди них были и люди, которые назывались держателями, защитниками учений, и те, кто распространял учения. И другие люди возлагали на них свои надежды. Их наделяли высокими славными именами, но когда у них все было хорошо, когда все было удачно, то, то есть когда они не волновались о своих монастырях, когда все хорошо, но тем не менее они отвлекались день и ночь для того, чтобы обеспечить свои монастыри еще лучше, чтобы обеспечить себя еще лучше. И это занимало все их время. Они постоянно отвлекались на все эти мирские дела, и им было чрезвычайно трудно соединить свой ум с дharмой. Но когда все было не так хорошо, когда ситуация складывалась неблагоприятно, то они пытались всевозможными способами все уладить, возобновить, возместить потери, которые они могли понесли. То есть они постоянно волновались лишь об этом, и у них не было времени для того, чтобы стремиться к освобождению и всеведению. И среди них были те, кто безошибочно знал о том, как достичь освобождения и всеведения. Но, тем не менее, даже когда у них было время для практики, они просто посвящали все свое время обычным мирским радостям, таким как еда, питье, сон и ленность. И лишь совсем немногие задумывались о практике. Это то, что мы обычно называем людьми времен упадка. И когда Микьё Доржи смотрел на этих людей, то, что он испытывал к ним, это невыносимое сострадание. И когда такие люди приходили к нему, как я уже говорила, к Микьё Доржи приходило много людей. Когда они приходили к Микьё Доржи, то он всегда спрашивал их об одном и том же. Прежде всего он спрашивал, сколько вам лет? И затем он спрашивал, а на что они тратили свое время, что вы делали в прошлые несколько месяцев, либо несколько лет. Он расспрашивал об этом подробно. И после того, как люди отвечали на эти вопросы, и когда он узнавал от них, что они просто тратили свое время впустую, то это очень волновало его. И он говорил с ними очень прямо, ничего не скрывая. К примеру, он мог спросить их такое, к примеру, не чувствуете ли вы гнилого вкуса в своем носу, либо в своем чувствуете ли вы запах гниения? Чувствуете ли вкус гниения? Спрашивал он их. Не кажется ли вам, что что-то гниет? И на это люди отвечали, нет, мне совсем так не кажется, что что-то гниет. И тогда Микьё Доржи отвечал, это невероятно.
поскольку внутри вас все совершенно сгнило. Все ваше тело сгнило, но тем не менее вы даже не ощущаете запах гнили. Как странно, говорил он. И что он имел в виду под этим? То, что вы потеряли все свое время, вы упустили все свое время, вы потеряли время впустую. Почему? Потому что вы не использовали свой ум и свое тело должным образом. И таким образом, с помощью таких прямых вопросов, он указывал на саму суть. И многие люди, когда они приходили к Микрию Дорожи, они просили у него учения Дharмы. Тогда те учения, которые он давал, это такие очень прямые советы. Он иногда говорил с большой силой, большой устремленностью. Например, он говорил: уже прошли годы и месяцы, и дни, и жизнь коротка. Вы быстро приближаетесь к смерти. И 4 элемента, из которых создано ваше тело, очень быстро разлагается. И с каждым днем вы становитесь все старее. Ваше тело быстро меняется, не так ли? И ваши близкие друзья не помогают вам, они лишь обманывают вас. И вы лишь думаете об этой жизни. Вы совсем не задумываетесь о следующей жизни. И друзья — это лишь негативные друзья, которые уводят вас с пути добродетели. Вы проводите всю свою жизнь, заботясь о временных целях. Вас уводят от добродетели, ваши привязанности, и все это мешает вам практиковать добродетель. Также, что вы постоянно находитесь под контролем Мары и даже не можете стоять на своих ногах, поскольку вас постоянно контролирует Мара. Все, что вы делаете, на это влияют другие. И что касается вашей деятельности, то вы привязаны к своим ученикам, монастырям, своему месту жительства. Даже что вы также попали под влияние своих спонсоров. У вас есть немного заслуги, но даже ту небольшую заслугу, которую вы накопили, вы разрушаете, и вы даже не заслуживаете на имя монаха либо монахини. Это то, что он говорил этим людям, которые приходили встретиться с ним. И сейчас давайте взглянем на основные положения, основной смысл этого 18 стиха. Мне кажется, что можно выделить 3 таких составляющих. Первое — это каково понимание и какой способ мышления необходим для практики. Второе — это что практика Дхармы означает. И третье — это каковы лучшие возможности, обстоятельства для практики.
независимо от того, хорошо ли все, либо плохо. Таковы три составляющие, на которые мы сейчас взглянем. Итак, первое из этих трех – это понимание способа мышления и понимание, которое необходимо для практики. То есть, по сути, это касается того, каково наше состояние ума, какое состояние ума необходимо для практики. На протяжении последних нескольких дней мы уже в общем говорили с вами о том, чем является практика Дharмы, но, возможно, есть еще некоторые моменты, которые нам нужно обсудить. Почему? Потому что, когда мы говорим о практике Дharмы, то о чем думает большинство людей? О том, что мы читаем молитвы, делаем ритуалы, читаем мантры, проводим какие-то ритуалы, например, ритуал спасения жизни и так далее. Именно об этом мы думаем, когда мы слышим о практике Дharмы. Это именно та мысль, либо тот образ, который возникает в нашем уме, когда мы слышим о практике Дharмы. И, в частности, некоторые люди при этом могут подумать о том, что практика означает, что они идут на место для практики, например, в алтарную комнату, либо свое место для медитации, садятся напротив алтаря. И именно это сидение в алтарной комнате, либо напротив алтаря, это и есть практика. Именно об этом думает большинство людей, когда слышат о практике. К примеру, в традиционном буддистском доме, если вы придете туда и встретите ребенка и спросите его: «А где твой папа?» Он ответит: «О, папа в алтарной комнате». А что он там делает? Ребенок ответит, что он практикует Дharму, поскольку если кто-то находится в алтарной комнате, то это место для практики. И что имеется в виду под практикой? Чтение мантр, делание осуществление каких-то ритуалов. Но если мы думаем, что лишь это является практикой Дharмы, то это неверное понимание. Практика Дharмы намного глубже. Это не просто сидение в алтарной комнате и не просто чтение молитв либо мантр. Конечно, молитва является видом практики Дharмы, но сам не по себе они не означают практику. Почему? Потому что мы можем читать молитвы и со стороны выглядеть, как будто бы мы практикуем Дharму, но на самом деле в это время в нашем уме могут быть различные мысли, совершенно не относящиеся к практике. Именно поэтому то, что означает практику, это намного глубже, чем тот образ, который возникает в нашем уме, когда мы слышим о практике. И некоторые люди думают, что практика Дharмы — это какой-то очень высокий уровень практики. Что-то похоже на работу, которую мы исполняем. Не думать, что нужно быть очень осторожным, очень сосредоточенным, когда мы практикуем.
Также другие люди могут думать, что практика дармы — это что-то очень скучное и неинтересное. Мне это не нравится, меня это не интересует. Это настоящая скука, говорят они. И для них дарма — это что-то невкусное, неинтересное. И они также думают, что это что-то сложное, трудное. Это похоже на чтение какой-то очень сложной книги. Представьте, чтение какого-то исторического документа, что часто является чем-то очень нудным и скучным. И многие люди относятся к практике дармы таким образом, что это что-то очень скучное и трудное. Или те, кто из вас изучали математику, то математика для большинства людей является чем-то сложным. Нужно много думать на уроке математики. И именно такой образ чего-то трудного, скучного, того, что занимает много времени, трудоемкого, что-то такого. Именно такой образ, который возникает в уме большинства людей, когда мы говорим о практике дармы. К примеру, они могут считать: я вообще не понимаю, о чем это по сути. Много таких различных визуализаций, которые мне нужно делать, много столько рецитаций, смысл которых я не понимаю. Все это мне нужно читать, представлять. Все это так сложно. И, кроме того, многие люди могут, когда они слышат о практике дармы, то если это кажется им сложным, трудным, то они не хотят практиковать это. Это похоже даже, что у них начинает. Они говорят, что у меня болит голова, когда я практикую. Либо, к примеру, если холодно, они начинают чихать, кашлять, мерзнут, когда сидят и практикуют дарму. И даже когда температура приятная, то, возможно, в это время они смогут немножко попрактиковать. Но перед тем, как они приступают к практике, столько всего нужно сделать. К примеру, им нужно проверить все свои месседжи на Вичате, либо в Фейсбуке. Им нужно ответить на все эти месседжи. Им нужно ответить на все эти месседжи. И также покушать нужно перед практикой, чтобы не быть голодным. И также нужно отдохнуть, чтобы не быть уставшим перед практикой. И когда все это сделано, тогда наконец-то можно сесть на место для практики и немножко попрактиковать дар. И что же такое практика дармы для них? То они говорят: о, у меня совсем нету времени, столько всего нужно сделать. И поэтому у меня совсем нету времени для практики дармы. А когда же мы не практикуем дарму, чем же мы занимаемся всеми этими бессмысленными вещами? А что же сама практика дармы для нас? Это что-то похожее на ритуал, это что-то внешнее. Это какие-то действия, которые мы совершаем. И нам похоже, что в практике нам нужно достигнуть какого-то определенного уровня, к этому мы стремимся. Поэтому
наша практика похожа на какую-то работу, в которой мы пытаемся получить продвижение. Это что-то, к чему мы себя принуждаем. Это как будто это что-то очень важное, что нам нужно заставлять себя делать. Именно так мы понимаем практику дharмы. Однако, к чему все это сводится? Я хочу рассказать вам одну историю. Я не рассказываю вам слишком много историй, но некоторые из них я хочу вам рассказать. Возможно, эту историю вы уже от меня слышали. Это история о мастере Джо Атише. Говорится, что когда Атише пришел в Тибет, то он пришел из Индии. На самом деле он не был индийцем. Он родился на месте, которое сейчас принадлежит к территории Бангладеш. Затем он пришел в Индию, из Индии отправился в Тибет, и умер он в Тибете. За что активность Атиши в Тибете была невообразимой, у него много учеников. У него было два ученика. Одного из них звали Налджорпа Йогин, а второго великий Йогин Налджорпа Чемпу. Итак, этот ученик по имени Великий Йогин Налджорпа Чемпу, он был помощником Атиши. Он служил Атиши, помогал ему в повседневных делах. И когда Атиша умер, этот помощник сказал, перед тем, как Атиша умер, он сказал ему, когда вы умрете, я посвящу себя практике дharмы, и я буду практиковать так, как вы учили. Я буду медитировать все время. И он ожидал услышать в ответ похвалу, но Атиша не похвалил его в ответ. И вместо этого он спросил, сможешь ли ты практиковать? И если ты будешь практиковать, будет ли это практикой дharмы? И великий Йогин Налджорпа Чемпу сказал, если вы считаете, что практика медитации не будет практикой дharмы, то тогда, возможно, мне лучше посвятить себя дарованию учения другим. Как насчет этого? Следует ли мне учить других? Атиша ответил, конечно, ты можешь учить других, но будет ли это практикой дharмы? Налджорпа Чемпу, он пришел в ступор, в замешательство и сказал Атише, а что же мне тогда лучше всего сделать? Что мне делать, чтобы это было дharмой? На это Атиша ответил. Он ответил, имея в виду не только Налджорпу Чемпу, но всех учеников присутствующих. Он сказал, вы должны следовать за Драмтомпой, как своим учителем. Он сказал, когда я умру, вашим учителем будет Драмтомпа. Драмтомпа не был монахом. Он не был монахом, он был мирянином, он держал мирские обеты. Но Налджорпа Чемпу был Гелонгом Бикшу, монахом с полными обетами. И он подумал, а как же я, монах, пойду учиться с мирянином Драмтомпу? Как это возможно? Подумал
Это в нем вызвало противоречивые чувства. И тогда он сказал, и второе, что сказал Атиши, вам необходимо оставить цепляние за эту жизнь. То есть, является ли что-то дармой или нет, определяется тем, оставили ли вы цепляние за эту жизнь. Если вы не оставили цепляние за эту жизнь, то что бы вы ни делали, это не будет практикой дармы. Это первая история. И вторая история связана с жизнью Драмтомпы. Говорится, что после того, как Ачиша умер, Драмтомпа отправился в Ранджинг, и он основал там монастырь, который называется монастырь Раджинг. Это один из самых ранних монастырей традиции Кадампа в Тибете. Когда он находился, находился в этом монастыре Раджин, туда пришел один монах, и каждый день он отправлялся совершать ритуальное обхождение, делал кору вокруг монастыря. Обычно в монастыре есть внутренняя малая кора и внешняя большая кора. И этот монах совершал это внешнее ритуальное обхождение по большой коре, и все свое время посвящал этой практике ритуального обхождения. Он делал внешнюю кору. И однажды Драмтомпа вышел, чтобы встретиться с ним. И Драмтомпа сказал ему, это, конечно, чудесно, что ты совершаешь ритуальное обхождение, но, возможно, тебе лучше посвятить себя истинной практике дармы. Он думал, я же совершаю ритуальное обхождение, это же практика дармы. Он думал, что ритуальное обхождение — это дарма, но когда Драмтомпа сказал ему, что лучше бы ты практиковал истинную дарму, он подумал, наверное, есть что-то более благоприятное, более важное, чем ритуальное обхождение. Наверное, мне следует вместо этого совершать простирание. И он увидел место, нашел место в этом монастыре, где все совершали простирание. Знаете, как обычно мы простираемся, когда делаем 100 тысяч простираний, к примеру. И он начал там делать простирание. И Драмтомпа пришел как-то к нему и сказал, ты простираешься, как чудесно, но лучше бы ты практиковал истинную дарму. Этот монах удивился. Он подумал, простирание — это же практика дармы. Что же может быть лучше, чем это? Может, лучше мне делать что-то другое. Возможно, вместо этого мне следует посвятить себя изучению, изучать великие трактаты дармы. И он отправился в монастырь и начал изучать дарму. И как-то Драмтомпа пришел, увидел, что он сидит и читает тексты. И на это Драмтомпа сказал ему, конечно, чудесно, что ты читаешь тексты дармы, но, возможно, вместо этого тебе следует посвятить себя истинной практике дармы. И он тогда вообще просто попал в замешательство, и он вообще не мог даже понять, о чем идет речь. Что же еще он может сделать? Он решил, наверное, я посвящу себе практике медитации. Если медитация не практика дармы, то тогда я и вообще не понимаю, что же является практикой дармы. И так он сел медитировать. И как-то к нему пришел Драмтомпа и сказал,
О, это чудесно, что ты медитируешь, но не лучше было бы тебе практиковать истинную дарму. И тогда, и тогда он уже просто не знал, о чем подумать. И у него уже вообще не осталось никаких мыслей и идей по поводу того, что ему следует делать. Он думал, я уже испробовал все, что только может быть практикой дармы. Если все это не истинная практика дармы, то тогда что же другое еще я могу сделать? Ну, было похоже на то, что его мозг взорвется. Что бы я ни делал, вы говорите мне, что это не истинная практика дармы, сказал он Драмтомбе. Скажите мне, что же мне делать? Я не могу себе представить, что еще я могу сделать. И Драмтомпа ответил ему, он сказал, ты должен оставить цепляние за эту жизнь. Забудь об этой жизни, забудь об этой жизни, забудь об этой жизни, повторил он трижды. Понимаете ли вы смысл того, что он сказал? Смысл сказанного Драмтомпы заключается в том, что дарма не является какой-то внешней формой, такой как простирание, либо изучение текста. Самое важное в практике – это состояние ума. Когда вы практикуете, что вы думаете? Каково ваше состояние ума? О чем вы думаете? Если ваше отношение неверное, то что бы вы ни делали, просираетесь, или вы читаете ли вы буддистские трактаты, то все это не будет практикой дармы. Это может со стороны выглядеть как практика дармы, но по сути таково оно не будет. Поэтому практика дармы сводится лишь к тому, что в нашем уме. Меняет ли эта практика наше состояние ума или нет? Как я уже говорил ранее, когда мы читаем молитвы, мы можем произносить молитвы, но в это время наши мысли могут быть совсем различны. К примеру, мы читаем «Ом Мани Падме Хум», а при этом думаем, о, я хочу, чтобы такой-то, либо такой-то заболел и умер. То есть мы не знаем, что в голове человека, который читает мантры. Со стороны мы смотрим, о, как чудесно, кто-то читает мантры. А на самом деле, что при этом происходит в его уме? Такой человек может считаться, что он практикует дарму, но на самом деле он занят чем-то неблагим, чем-то его ум может быть чем-то недобрым. И поэтому чтение молитв, чтение мантр не будет истинной практикой дармы. И сейчас давайте сделаем перерыв на полчаса. 다 당기 공식 당기 공식은 시네 지 최냐면 최근에 전에 재단으로부터 가르쳤는 또 소지 Итак, давайте продолжим. Слышно ли вы меня? Итак, как я уже говорил, что же является истинной практикой дармы? Об этом нужно подумать. Поскольку если мы
можем совершать действия, которые будут выглядеть как практика дharma, однако на самом деле не будут настоящей практикой дharma. Поэтому, если наши внешние действия выглядят как практика, однако они основываются на мотивации, которая никак не связана с дharmой, то это будет ошибочно. Будет лишь действия, которые будут выглядеть как дharma со стороны. В чем же ошибочность такой практики? Тогда ошибка в том, что мы сможем практиковать лишь когда у нас все будет хорошо, когда у нас все чудесно. К примеру, у нас есть партнер, парень, девушка, муж, жена. У нас есть деньги, возможность поехать отдыхать, в отпуск, хорошая работа. Или, к примеру, у нас есть какие-то праздники и возможность встречаться с семьей и отмечать какие-то важные события. Это все это, что мы описываем как счастливые, благополучные времена. И обычно в такое время мы не помним о практике дharma. И также и в обратную, противоположную случаях, когда мы испытываем какие-то большие страдания, к примеру, какую-то большую сложную болезнь, тяжелую болезнь, либо когда умирает кто-то из наших близких, когда мы теряем работу, либо расстаемся с любимыми и так далее, то что же мы делаем в это время? Мы также не помним о практике дharma. Мы лишь закрываемся дома, плачем и испытываем большие ментальные страдания, впадаем в депрессию, например, злоупотребляем алкоголем, либо курим. То есть делаем все, что только можем, чтобы отвлечь себя от переживания этого страдания. То есть большинство людей, они даже и не хотят взглянуть на эти страдания, действительно почувствовать их, поскольку они считают, они относятся к страданию, к чему-то невыносимому, к чему-то, что они не могут выдержать. И в такой ситуации у них тоже нет силы, способности практиковать дharmu. И только в тех ситуациях, когда ситуация, положение человека совершенно безнадежно, и не на кого надеяться, лишь тогда они вспоминают о Буддах и Бодхисаттвах. Есть такая китайская пословица, которая гласит, когда делать совершенно нечего, в совершенно безнадежной ситуации, тогда мы цепляемся за стопы Будды. То есть, когда наша ситуация безнадежна, тогда мы цепляемся за последнюю соломинку, которую считаем Будду. Либо в такой ситуации мы начинаем читать мантры, молиться и надеяться, что все Будды даруют нам свою силу, благословение, которые устранят наши трудности. Это похоже на то, что когда люди упираются в стену, и больше нет ничего, чтобы они могли сделать, лишь тогда они начинают прибегать к астрологии, гаданию и другим способам. Либо некоторые люди в таких ситуациях открывают интернет, либо начинают искать
А в книгах что же сказал Будда? Они начинают думать о словах Будды. И в этом случае слова Будды — это как куриный бульон для исцеления души. То есть, по сути, в таких сложных ситуациях горя и отчаяния люди устраняются к практике, чтобы немного расслабиться и почувствовать себя лучше. Однако только их жизнь хоть немного улучшается, они уже так сильно не страдают, то практикуют ли они так же усердно? Нет, они уже так усердно не практикуют. И что же они при этом думают? Примерно так. О, я начну практиковать в очень благоприятный день по астрологическому календарю. И так они сидят и ждут этого дня. Потом приходит этот день, что же они думают? О, сегодня я чувствую себя уставшим. Начну-ка я практику завтра. То есть они находят бесконечное количество различных оправданий для того, чтобы никогда не начать практиковать дharma. Это так, как говорится в известной древней китайской пословице: послезавтра приходит завтра, и этой череде завтра никогда нет конца и края. И если вы будете говорить: я сделаю это завтра, и ждать, ваши действия никогда не будут осуществлены. Поэтому, согласно тому, о чем говорится в этой пословице, то это не истинная практика дharma. Это лишь показывает, что мы неверно понимаем, как практиковать. Как я уже сказал, когда я рассказывал вам историю, практика дharma зависит от того, что находится в нашем уме. Это то, что Атиши и Драмдомпа сказали своим ученикам: оставьте заботу об этой жизни. Что же означает этот совет? Оставьте заботы об этой жизни. Это означает, что когда мы практикуем дharma, становится ли наша практика дharma? Дharma зависит от нашего состояния ума. И поэтому состояние ума так важно. И сейчас перейдем ко второму пункту. Что на самом деле означает практика дharma? Что же нам следует прежде всего понять? Прежде всего, нам следует понять, что истинная дharma — это не просто способ облегчить свое страдание, это не просто способ воодушевить себя, это не какой-то бульон, куриный бульон для души. Если вы относитесь к дharме таким образом, то это не истинная дharma. То есть, как я уже описывал, когда вы чувствуете себя в печали, то лишь тогда вы обращаетесь к дharме и считаете ее каким-то лекарством, каким-то лечебным куриным бульоном, который улучшит ваше состояние, то это не дharma, это не практика дharma. Будды и бодхисаттвы — это не быстродействующее лекарство, это не лекарство, которое мы принимаем в безнадежной ситуации, когда у нас есть какое-то чрезвычайное положение, когда ситуация безвыходная.
мы вызываем скорую помощь из Будды Бодхисаттв, и они немедленно приходят и спасают нас. Если вы никогда не обращаетесь к Буддам и Бодхисаттвам, а лишь в чрезвычайной ситуации вы начинаете молиться и просить у Будды и Бодхисаттвы, придите ко мне, то это как будто бы мы относимся к ним как к врачам скорой помощи, которые мы звоним, просим немедленно приехать, чтобы спасти нас. Практика дхармы не является ритуалом, это не является какой-то традицией. Кроме того, это не какая-то обязанность, которую нам следует выполнять. Это не что-то как похоже на работу, которую наш босс говорит нам делать, начальник говорит нам делай то либо другое, и мы делаем это, поскольку это наша обязанность. Если мы думаем, что дхарма — это какая-то обязанность, это какой-то контракт на работу, то это не так. Это так как певцы, которые, когда все хорошо, поют веселые песни, тра-ля-ля, но потом, когда они находятся в опасности, то вместо тра-ля-ля они поют молитвы Гуру Ринпоче. То это не истинная дхарма. Если вы хотите практиковать по-настоящему, то прежде всего необходимо понять значение этого, чем является практика дхармы. Я уже говорила об этом довольно много вчера, и поэтому я не думаю, что следует повторяться. Однако я хочу повторить главное снова. Если вы думаете, что практика дхармы — это просто сидеть на подушке для медитации, сидеть напротив алтаря и делать какие-то ритуалы, повторять какие-то молитвы, и на этом все, то это не практика дхармы. Практика дхармы — это то, что нам следует делать постоянно, день и ночь, и это то, что способно изменить наш ум, это то, что может улучшить улучшить наше состояние ума. К примеру, прежде всего, перед началом практики говорится, что нам следует принять прибежище. Однако, когда мы принимаем прибежище, что при этом мы думаем, что в нашем уме? В Гималайском регионе, в Тибете, поскольку все наши родители, бабушки, дедушки практикуют дхарму, то, соответственно, и мы также практикуем дхарму. Мы даже не задумываемся о причинах, по которым мы ее практикуем. На самом деле нам нужно хоть немного изучать, что такое практика дхармы и почему мы начинаем практику с принятия прибежища. Что это означает, что принятие прибежища определяет практика дхармы, отличает его от не практика дхармы. Если вы спросите, зачем вы принимаете прибежище, то, возможно, все дадут какие-то разные ответы. Однако главная причина, по которой мы принимаем прибежище, заключается в том, что мы принимаем Будду в качестве примера и направляем на достижение просветления все свои устремления, все свои надежды. Мысль «однажды я стану таким же, как Будда», который познал свою истинную природу. И в этом заключается наше намерение. И первое, к чему мы стремимся просто быть хорошим человеком. Затем мы стремимся стать практиком дхармы. Затем мы стремимся стать бодхисаттвой. И затем мы стремимся стать Буддой. Если мы пытаемся стать Буддой перед тем, как мы хотя бы пытаемся стать хорошим человеком, то это весьма наивно, не так ли? Поэтому прежде всего мы
хотим стремиться к тому, чтобы стать лучше, к тому, чтобы получить больше, обрести большую способность помогать себе и другим. Как же мы можем обрести такую большую способность помогать себе и другим? Мы можем обрести лишь благодаря истинной дарме, поскольку истинная дарма — это как раз и является методом для достижения такой способности. Поэтому нам следует изучать дарму и затем, изучив ее, применять ее на практике. И применение на практике означает действительное применение дармы на практике. И лишь благодаря этому мы можем стать хорошим человеком. Мы, мы должны использовать свою разумность и понимание, когда мы подходим к этому вопросу. Почему? Потому что дарма — это то, чему учил Будда. Будда обладал мудростью познания истинной природы вещей. И поскольку Будда сам познал истинную природу, он учил дарме, которая является учением о том, чем является истинная природа. Именно поэтому истинная дарма является методом, который соединен с мудростью познания истинной природы. Если мы способны изучать дарму, опираясь на мудрость, познающую истинную природу, и воплощать затем то, что мы изучаем на практике, то тогда мы с стопроцентной уверенностью сможем достичь благого результата. Нам не следует в этом сомневаться. И иногда люди не понимают, чем является истинная практика дармы. Поэтому нам следует задуматься об этом и понять это. Если мы обретем уверенность касательно того, чем является истинная дарма, то тогда такая дарма может помочь нам стать лучше. Для этого нам нужно использовать свою разумность, свою мудрость, и тогда мы будем становиться мудрее. Также мы будем чувствовать себя комфортнее в различных ситуациях. Именно поэтому, как я уже говорил ранее, главное заключается в том, что практика зависит от состояния ума. Целью дармы является забота об уме, способность управлять своим умом. Если мы не заботимся о состоянии своего ума, а просто сидим месте для медитации, при этом наш ум становится все более и более жестким, то это ошибочно. Практика дармы не должна приводить к большей ментальной жесткости. Практика дармы приводит к большей ментальной гибкости. Это приводит к большей способности меняться в соответствии с условиями. И это то, что соединяется с повседневной жизнью, соединяется с тем, что происходит в мире в настоящий момент, связано с нашей повседневной жизнью. Практика дармы похожа на драгоценную шкатулку, в которой бесконечное количество драгоценностей. Именно такова истинная практика. Итак, сейчас давайте перейдем к третьему пункту. Это каковы наилучшие возможности для практики? Наилучшие возможности для практики — это когда все идет хорошо, либо все идет плохо, это не имеет значения. Иногда у нас все хорошо, иногда у нас все плохо.
Все меняется. Не бывает так, что всегда все хорошо, либо всегда все плохо. На протяжении жизни у нас есть хорошие времена и плохие времена. И все меняется очень быстро. Даже на протяжении одного дня утром у нас все будет хорошо, а вечером мы уже можем впасть в депрессию, в печали, у нас может быть все плохо. И это похоже на кого-то, кто выигрывает лотерею, либо получает предложение по службе. То когда это случается, то их умы исполняются гордыни, надменности. Они думают: о, я достиг чего-то. Как говорится в тибетской пословице, небо становится их шарфом, а облака становятся их шапкой. Это говорит о том, что кто-то становится все более и более надменным. Как говорил известный американский президент Авраам Линкольн, если вы хотите проверить человека, дайте ему власть. То есть, если вы хотите проверить, хороший человек либо плохой, дайте ему власть. Если кто-то получает власть, то этот человек получает все больше и больше способности использовать различные ресурсы, которые у него не было ранее, и именно тогда можно увидеть все его недостатки. И с точки зрения того, кто практикует дхарму, когда все хорошо, когда все чудесно, это уникальная возможность для практики дхармы. А когда все плохо, это также замечательная возможность для практики дхармы. Почему мы говорим, что это замечательная возможность? Давайте взглянем на то время, когда все хорошо. К примеру, вы вдруг зарабатываете кучу денег и становитесь богатым. Почему это возможность? Потому что если вы практик дхармы, то если у вас есть богатство, у вас становится больше возможностей, чтобы практиковать щедрость. Кроме того, вы можете даровать учение дхармы. К примеру, в Древней Индии был император по имени Ашока. И император Ашока обладал глубокой верой в учение Будды. И он был императором, то есть у него была большая власть. И он использовал эту власть для того, чтобы распространять дхарму во всей Индии. И не только в самой Индии, он также распространил дхарму в соседних странах. И его дхарма распространилась так далеко, как Греция. То есть он использовал свое положение, власть, славу для того, чтобы даровать учение дхармы. Конечно, мы не Ашока, и мы не можем делать то, что делал Ашока. Однако в своем окружении, в своем монастыре, в своем сообществе мы можем использовать свои способности и ресурсы для того, чтобы помогать другим. Мы можем на самом деле сделать много хороших вещей. К примеру, если у нас есть хорошие связи, мы можем использовать эти связи для блага другим. А теперь давайте взглянем на всю эту ситуацию с точки зрения состояния нашего ума. Когда мы получаем какое-то высокое положение, богатство и так далее, нам необходимо направлять внимание вовнутрь и проверять себя еще сильнее,
чем мы делали это ранее, каково состояние нашего ума. Совершаем ли мы какие-то ошибки? Исполняемся ли мы гордыней? Становимся ли мы надменными? Или думаем ли мы, что я лучше всех? Нам нужно проверять это. Либо становимся ли мы беззаботными и перестаем вообще думать о том, что мы делаем, перестаем заботиться о последствиях своих поступков. Стремимся ли мы к еще большему положению, к еще большей власти? И сколько бы власти, сколько бы денег у нас не было, мы хотим все больше и больше. Необходимо задать себе этот вопрос. Чего же я хочу? Вкратце, в той ситуации, когда все хорошо, когда все вокруг цветет и пахнет, то в такой ситуации нам совершенно необходимо исследовать состояние своего ума, и это очень благоприятная ситуация для такого исследования. Почему? Потому что это может помочь нам стать лучше, чем мы были до этого. И здесь мы говорим о том, когда все хорошо. Все хорошо не только включает, когда мы резко богатеем, либо становимся более влиятельными. Когда мы просто живем, и мы счастливы, мы чувствуем радость, наш ум исполнен радости и воодушевления, то такое время нам следует использовать для практики дharma, не впадать в ленность и беззаботность. Как же в это время нам следует практиковать дharmu? В этот момент нам следует размышлять о непостоянстве. Если мы будем помнить о непостоянстве, тогда мы не будем цепляться за это счастье и воодушевление, которое мы испытываем. Мы будем понимать, что это благоприятное положение вещей изменится. И когда это случится, мы должны быть ментально готовы к этому. В один день наше счастье закончится, ситуация изменится. И когда все перевернется с ног на голову, мы должны быть готовы к этому. К примеру, когда началась эпидемия коронавируса, то многие люди в западных странах, они совершенно не могли себе представить, что им следует со всеми этими изменениями делать. Эти большие трудности, которые пристали перед ними, они были совершенно не готовы к ним. Было очень тяжело даже заставить людей носить маски, придерживаться каких-то обычных санитарных норм. На Западе люди никогда не носят маски, поэтому люди не хотели носить маски. Они очень расстраивались и злились по поводу того, что им нужно носить маски. И это все показывает, что когда началась эпидемия коронавируса, мы были к ней не готовы. Почему мы были к ней не готовы? Потому что в тот момент мы совершенно не задумывались о непостоянстве. А если мы и слышали о непостоянстве, то мы не поняли смысл этого. Правильно? Когда я говорю о непостоянстве, я не имею в виду, что нам не следует радоваться, нам нельзя позволять себе испытывать счастье. Мы, конечно же, можем радоваться и испытывать счастье, но при этом нам следует поддерживать осознанность того, что все эти радостные чувства, счастливые чувства, все это не является чем-то постоянным и неизменным, все это изменится. И нам следует понять, какова их природа изменчива.
Поэтому нам следует готовиться к тому, что все это изменится. И когда все изменится, тогда мы будем готовы к этому. И мы не будем страдать по этому поводу, мы не будем испытывать какие-то трудности, которые мы не были готовы, поскольку мы считали все постоянным и неизменным. Именно об этом нам следует размышлять, когда у нас все хорошо. А то, как нам следует размышлять в ситуации, когда все плохо, наверное, об этом я расскажу на следующей сессии. Как я уже говорил, я хочу еще покрыть 19-20 стихи, и на этом мы закончим наше учение в этом году. И я хочу еще рассказать вам об этом. Я хочу еще вам рассказать о некоторых вещах. И, возможно, я буду говорить об этом через один день учения. Первое. В то время, когда распознавали 5-го Шамара Ринпоче, то и это как раз произошло во время 8-го Кармапы, то было 2 претендента на имя Шамара. То есть то, что происходит сейчас, все это происходило и во времена Микё Доржи. И мне кажется, что все из вас хорошо знают о том, что произошло тогда, поэтому я хочу немного говорить об этом. И главное, я хочу рассказать, какие трудности Микё Доржи претерпел для того, чтобы распознать 5-го Шамара Кончока Янлака. Это первое, о чем я хочу говорить. И второе, это еще некоторые другие события, которые связаны с его жизнью. Итак, давайте на этом закончим сегодня. Давайте посвятим заслугам.